Я не знаю точной даты моего появления на свет. Доподлинно известно лишь то, что это было во время войны. Гибли люди, разрушались семьи, расставались любимые. Дороже человеческой жизни была только вера в победу и надежда на лучшее. О моем появлении на свет не знал никто, кроме одного человека, моего отца, Мусы Джалиля. Я считаю себя его родной дочерью, поскольку являюсь его творением. Но я творение необычное. Я — Моабитская тетрадь. Я являюсь самой младшей из своих сестер. И вы спросите, сколько мне лет? Моя жизнь — это 62 ярких момента, подаренных мне моим отцом. Мои года — это стихи и поэмы, которые были вписаны рукой поэта. Поэтому моя жизнь — это 62 стихотворения, написанных им в грусти, радости, воспоминаниях, но самое главное — в любви и надежде. Я появилась на свет в тот момент, когда многим его друзьям и соратникам нужна была надежда. Через мои строки он помогал другим. Через них он делился надеждой с другими. Мое тело состоит из разных листков бумаги. Некоторые из них даже не подшиты, а просто вложены в меня. Но тем не менее, все они скреплены духом его поэзии. Стихотворения написаны разными чернилами и карандашами, но все они так впитались в мою плоть, чтобы я могла жить. Со временем я узнала, что у меня есть сестры. Другие тетради. С виду мы все очень разные. Я написана по-арабски, одна из моих сестер латиницей, но тем не менее все мы дочери Джалиля и дорожим друг другом. Мы все хотели благополучно вернуться с отцом на родину. Отец не хотел нас разлучать, но так вышло, что мы разминулись. Помимо нас, он также заботился о своих товарищах. Когда он носил меня во внутреннем кармане куртки, я слышала, как он разговаривал с ними, ободрял их. Иногда он говорил о непонятных мне вещах. Побег, восстание, возвращение на родину. Все эти разговоры проходили тихо, иногда на разных языках. В такие моменты я прижималась к нему, и он чувствовал это. Чтобы уберечь меня, он назвал меня вымышленным именем. Словарь немецких, тюркских, русских слов и выражений Муса Джалиль, 1943-44 года. Он хотел уберечь меня от опасности. И однажды этот момент действительно настал. В 1943 году Муса Джалиль начал все чаще отлучаться по делам. Он хотел помочь своим товарищам вернуться на родину, и для этого решил организовать восстание. В один из дней в камеру вошли тюремщики с обыском. Один из них схватил меня, встряхнул, небрежно пролистал, посмотрел на обложку и швырнул в угол камеры. Я видела, как Джалиля ввели обратно в камеру. Осмотрев все пустыми глазами, он нашел меня. Аккуратно поднял, оттряхнул от пыли, достал огрызок химического карандаша и стал что-то писать. Я поняла, что это было послание. К другу, который умеет читать по-татарски, прочтет эту тетрадь. Это написал известный татарский поэт Муса Джалиль. Его история такова. Он родился в 1906 году. Он в 1942 году сражался на фронте и взят в плен. Его присудят к смертной казни. Он умрет. Но у него останется 116 стихов, написанных в плену и заточении. Из 116 старался переписать хотя бы 60. Если эта книжка попадет в твои руки, аккуратно, внимательно перепиши их набело, сбереги и после войны сообщи в Казань. Выпусти их в свет, как стихи погибшего поэта татарского народа. Таково мое завещание. Муса Джалиль, 1943 год, декабрь. Я поняла, что это было последней записью моего отца. Спустя несколько месяцев он передал меня своему сокамернику Габбасу Шарипову. Иногда он брал меня аккуратно в руки, чтобы посмотреть. На каких-то страницах он останавливался дольше, а какие-то бегло просматривал. Но и у него я не пробыла долго. Во Франции, уже в другой тюрьме, он передал меня другому военнопленному, Нигмату Терегулову. В конце концов, я добралась до Казани, где попала в руки к председателю Союза писателей Татарии, который опубликовал стихотворение. Таким образом, я исполнила последнюю волю моего отца.
Муса Джалиля. Сейчас я нахожусь в музее под стеклом, где всегда светло и чисто. Иногда я вспоминаю грязные, темные, тюремные камеры, как ночью при свете луны Муса Джалиль вписывал в меня очередную надежду или воспоминание. Я рада, что смогла донести сквозь эти трудности до вас его любовь, его надежды, его мечты. Я надеюсь, что вы проникнетесь его миром.